Всем привет! Я в тайге на буране. Заглушил, пусть немножко остынет. Еду вот такая колея остается, бураница. Еду на то место, где меньше народу, охотников ходит. В принципе, здесь раньше ездили. Видно, что следы старые есть, но в данный момент тут никого нету. И будем бродить сегодня на лыжах, будем охотиться. Сейчас буквально буквально тут, ну, невозможно, короче, идти, видно. Вот здесь вот следы. Вот следы. Две куропатки я видел. Откуда-то они прилетели, или с лункой они выскочили вот сюда. Вот. Первоначально сели, потом бежали по снегу, не улетали сразу. И по дороге в ту сторону бежали. Вот такие дела. Очень ветрено сегодня, второй день уже, сильный ветер. Но это нас не пугает, в принципе. Ладно, сейчас немножко отдохну. Пусть немножко остынет бураны. Дальше поедем. Дорога еще у нас дальняя. Надо ехать. Ну вот. Все, ребят, я здесь буран оставляю, это просека. Дальше, наверное, пешком поброжу. Старая лыжня тут. Буран немножко так, но чуть-чуть напроваливается. У нас не так себе. Плохой, в общем. Ну вот. Ладно, сейчас станем на лыжи и будем бродить.
Все, в путь. Я уже, ребят, на лыжах. От Бурана где-то метров 150, наверное, прошел. Поставил трек, как бы старый трек очистил. Буду сейчас идти. Думал, что я здесь в тайге один. Оказывается, передо мной несколько дней, на несколько дней вперед, ну, впереди меня, короче, на несколько дней раньше пришли сюда охотники. Их трое, я как думаю. Это наши тоже охотники. Они верховья еще дальше поехали. Ну, я не стал уже туда ехать. Я здесь просто поброжу. По густой тайге. Здесь густая тайга. Не знаю. Буду проходить по незнакомым местам для меня. Разузнать эти места еще получше. Зимой возможности больше. Как бы летом иногда бывает и не пройдешь в некоторых местах. Сегодня вот здесь старая лыжня, вот. Это старая лыжня. И здесь очень громко идти. По стороне, если пойду я чуть в стороне, там уже свежий снег выпал, и более-менее без шума. Но эта лыжня скоро или рано или поздно закончится. Здесь просто просека идет. Где-то развернет, или я сам поверну куда-нибудь в другую сторону. Ладно, пойдем. Погода сегодня, думаю, будет теплая и может даже будет прилипать к лыжам. Это тоже не очень приятно будет. По возможности, что, как сказать, как выйдет там ситуация, какая выйдет там. Посмотрим. Здесь река, таежная река тоже. И в принципе я еще взял ледобор, снасти. Если с охотой не повезет, может, если успею, буду еще рыбачить. Для этого я взял все. И оружие, и рыболовные снасти. Надо мне речку эту перейти. Здесь река. Может, у рыбаков это лыжня. Ну да. Видно, тут рыбачили, ребята. Вот так вот. Люди не спят. Везде кругом люди. Не только мы одни бродим. Думал, что тут вообще никого нет. Следы выдры я вижу. Ладно, надо осторожно спуститься и мне перейти эту речку. Ну вот тут рыбачили, видно, как бурились. Надо мешкать по-быстрому. Не знаешь под снегом, что там. Долго открыто все. Так. Ну вот, все. Ладно, сейчас однотонная такая тайга тут будет. Я пока снимать ничего не буду. Буду тупо идти, куда глаза смотрят, глядят. Вроде тут просека должно быть, но никак не могу найти. Сосновый лес начинается. Мы уже от реки отошли. Север-юг должно быть просека. Вот зигзагом хожу по навигатору, где-то вот тут он должен быть. Но никак найти не могу. Ладно. Сейчас мы по сосновому лесу будем ходить. Может, где-то глухарь. Ну, ни одного следа. Пока ничего нету. Ну и все сейчас уже из боровых, что косачи, что глухари возле токов. Они сейчас находятся. Где эта просека? Ну, ходить хорошо, смотрите. Вообще не проваливаешься. Наст держит тебя.
Вес охотника нормально держит. Но собаку я хотел Тулана сегодня еще взять. Но вчера Айду отпускал. Прогулялись мы, и она проваливается. Думаю, не буду рисковать. Если собаку не держит, этот наст убьет лапы у собаки. Так, ладно, ребят, я ищу дальше. Если точку найду, конечно же, намного быстрее буду идти, чем так. Блуждаю, вот. Пытаюсь найти, но ни хрена не получается. Хотя он где-то тут. Хороший сосновый бор начинается вот тут. Жалко, сегодня солнца нету. Такую красоту бы я показал. Такой этот березовый бор тут. Да идти хорошо. Осины там могучие. Просеку, короче, я не нашел. На глаз просто тупо иду. Старые просеки, нечищенные. Хреново. Зачесов нету. И проходишь там, может, рядом. Пересекаешь, но не видишь. Вот. Ну, снег идет. Такая вот пурга, считай. Если на полях-то пурга настоящая. Некоторые из подписчиков просили снимать, да и с удовольствием смотрят природу Коми Республики. Вон какие осины тут. Могучие они, очень высокие и крупные, кубатуристые, но дешевые, и поэтому их оставляют, не вырубают. Все бегут за елками, за сосной. А вот такая осина ни к чему. Ну, не ходовой материал. Вот моя лыжня, смотрите, вообще не проваливаешься. Идти так удобно, так хорошо, так приятно. Слова просто не нахожу. Жалко, вот только никого нету тут. Ни следов, ни взлетов, ни криков, ничего. Тут вот не то зайчишка, не то я не знаю, кто еще. Похоже на зайчишку следы. Старые. Еще. Там, смотрите, какие они крупные. Лес гудит. Сильно пурга сегодня. Порывы до 20 метров в секунду. Ну да, зайчишка, видно, пробежал. Я уж думал, сегодня никаких болот на моем пути не будет. Потому что иду по новым местам. Считай, я тут никогда не проходил. Не знаю местности. На рыбалку там по речке ходил, там, но на лыжах нет. Небольшое болото такое. Тут, думаю, даже открыто все кругом. На буране можно запросто в этом году провалиться в любом месте. В ручье там или же на болотах. Ни одного следа, ни лунок, ничего. Так, сейчас навигатор гляну и в ту сторону идти или здесь. Надо посмотреть навигатор. Вылез я оттуда. Думал, мне надо идти по болоту. Оказывается, я уже такой полукруг в обратную сторону шел. Не по пути нам это болото. Обратно в лес зайду по-быстрому. А где-то просека вон там, возле
Где-то за болотом он идет на север. Никак поймать его не смело. Без просеки, блин, лишние метры, сотни метров блуждаешь. Ориентир теряешь в такую погоду. Если, скажем, солнечно, то проблем нету. Такие делишки. Вон промоины везде. В этом году все открыто. Темнота сегодня на улице. Темно. Долго в кошки-мышки играли. Вон, ребят, просека. Наконец-то я нашел. И буду сейчас я шуровать. Вон оттуда иду зигзагами. Ловлю эту просеку долгожданную. Ну, просвет видим. Сейчас уже чисто прямо будем идти. Где-то 4 километра по этой просеке пойду. Зайчишка пробежал. Один на целый квартал тут бегает. Ничего нету в лесу. Голяк. У коми охотников такие ловушки вот вставляют. Такая палка поперек. Даже в этом году настораживали, видимо. Вон, калина. Насадка калина, вот эта приманка, она как бы, ну, эти синицы его не едят. А рябчик, он это видит и все равно подлетает, садится в это место. А тут петля. Вот тут петлю ставят. И рябчик попробует в одну из этих калин и пробегает через петлю и попадает. Ну, вон вторая приманка еще. 2 приманки. Можно одну повесить в середину. Это лишнее движение руки, лишняя приманка. Этот пучок можно в середину так повесить и вполне достаточно. Ловится так же. Такие дела. Я как-то показывал, как все это я делал. Видео есть про ловушки эти. Много, конечно, показывать не буду, но кое-что показывал. По осиновому лесу еще все иду. За столько пройден километров первый след куницы. Это куница прошла. Вот следы. У нас соболей нету, много раз спрашивали, сколько стоит соболь, но мы соболь не ловим, их тут нету. А куница вот тут бегает. Одна штука. Вот это белка. Свежая. Вот тут останавливался, видно. И дальше он туда побежал. Снег идет, а следы свежие. Буквально минуту впереди нас, наверное, вот пробежал. А так взлета пока нету. Идем дальше. Повода включаться пока не было никакого. Тут недалеко взлетел один рябчик. Выходим на болото. Где-то уже квартальный столб тут должен быть. Найду, не найду. Заросло тут немножко. Теряется просека, где-то на другой стороне болота, может быть, найдем столб. Или там, или здесь. Там тоже какой-то просвет идет. Блин. Чуть не упал. Чуть не упал. Тут где выходит, все заросло елками.
такое поле. Ни одной вырубки не встречалось еще. Ни ручья, ничего. Вот такое место. Лес местами для вырубки даже есть. Делянки 2 так. Примерно. Не знаю, вот только где столб находится. Примерно уже, вот смотрите, если видно, где-то столб тут должен быть. Стоит или не стоит уже переходить. Так, значит, если, ну, примерно это просвет может и быть, что там просека дальше идет. А столб может где-то здесь в середине болота. Так что ладно, сейчас перейду и попьем чаек, ребят. Снова у нас получается поход. Ну, нету ничего, чтобы я мог заснять, показать голый лес. Я сейчас иду, в принципе, в сторону Вишерских болот. Местонахождение такое. И чем связано вот все это, почему нету ничего, для меня пока непонятно. Я не могу дать ответа, от чего вообще так. Ни одного следа, если взять лосей, ни одного перехода за эти, ну, примерно 5 километров я вот прошел тут. Ни одного перехода нет. Только вот куница за весь поход до этого времени я видел следы куницы, ну, в 2 местах следы зайцев, 2 рябчика и 2 куропатки. Больше пока ничего нет. Сейчас буду пить чай. Где-то вон где-то вон там. Чтобы ветра не было. Прячусь и буду пить чай. Накаркал, что вырубки нету. Вон, смотрите, старые, это Госпромхоз здесь рубил. Старая вырубка уже заросшая. Следы, вон, смотрите. Тут тоже охотник какой-то бродил. А тут отдыхал. Костер, вон как. Здесь он прятался, сидел. Костер, тут чай кипятил, скипятил, или я не знаю, как он отдыхал. Бересту отсюда снимал. Ну, примерно так. А я вот как-то еще все место ищу для себя. Ну, чтобы чай попить. Я, наверное, стороной обойду эту, ну, как сказать, эту вырубку. Потому что хреново ходить. Все заросло. Ой, блин. Когда ты мимо вырубки идешь, и вот нормальный лес лучше ходить, а здесь вот как паутина. Так, обойду я все это дело.